В администрации муниципального района прошло итоговое 11-е заседание Совета муниципального района 5-го созыва. В нем принимали участие депутаты Совета, руководители учреждений, организаций, представители различных сфер жизнедеятельности района. Основным пунктом в повестке дня стало ежегодное выступление главы района по итогам года. Сельское хозяйство в условиях прошлогодней засухи, участие района в крупномасштабных мероприятиях, таких как Всемирная фольклориада, жизнь района во второй год пандемии, развитие социальной инфраструктуры и благоустройства сел. Эти и многие другие темы Ильдар Мустафин затронул в своем докладе. 2021 год нанес серьезный удар по агропромышленному комплексу района. Из-за засухи пострадали посевы сельскохозяйственных культур, что привело к снижению урожайности и объемов заготовки кормов. Несмотря на это, наши аграрии преодолели все трудности и собрали достойный урожай. Около 75 тысяч тонн зерна при средней урожайности 15,1 центнеров с гектара. Валовый объем продукции агропромышленного комплекса района составил 4 миллиарда 33 миллиона рублей, или же 76% к уровню 2020 года. По итогам 2021 года в животноводстве, сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах произведено более 44 тысяч тонн молока, или же это 121% к уровню прошлого года. В целом по году мы имеем рост более чем на 21%. Производство мяса составило 2310 тонн, что на уровне прошлого года. Удой на одну корову составил 6850 килограммов, или же плюсом 502 килограмма к уровню прошлого года. По итогам 2021 года прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции в районе составила более 250 миллионов рублей. Общехозяйственная рентабельность более 23%. За последние 5 лет в районе отмечается стойкая естественная убыль населения, то есть количество умерших преобладает над количеством родившихся. По данным за 2021 год в районе родилось 254 детей. По сравнению с 2020 годом на 67 детей меньше. Умерло 694 человека. По сравнению с 2020 годом на 148 человек больше. Таким образом, естественная убыль населения составляет 440 человек. Уважаемые депутаты и коллеги, в 2022 году в Башкортостане объявлен годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. Таким образом, обращается внимание на необходимость более интенсивной работы с системой профессионального образования, повышение квалификации кадров профессионального образования. Это, несомненно, даст толчок дальнейшему развитию и нашему Башкирскому аграрно-технологическому колледжу. Впереди множество интересных и важных проектов, стратегических, инвестиционных и социальных программ. С целью увековечения памяти нашего легендарного летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гариева, планируется проведение различных культурных, образовательных, патриотических, спортивных мероприятий, а также выполнение строительно-ремонтных работ на объектах, связанных с именем Героя. Нам предстоит достойно провести столетие со дня рождения Мусы Гайсиновича Гариева в родной деревне Тошишме. Наша задача добиться того, чтобы Илишевский район еще больше усилил и укрепил свои позиции. Достичь этого можно только совместной работой. По второму вопросу повестки дня об исполнении бюджета муниципального района за 2021 год выступил заместитель главы администрации по финансам и экономике Нафис Хабиддинов. В ходе заседания были рассмотрены и некоторые другие вопросы, все они были приняты депутатами Совета муниципального района. Алина Хадимуллина, Айгуль Малаянова, телерадиокомпания «Илиш».